Уважаемый президент мистер Дональд Трамп и правительство Соединенных Штатов Америки, я Динара Муканбеева, международный юрист и член American Bar Association, живу во Флориде. Хочу заявить с полной ответственностью и серьезностью и выразить свою обеспокоенность по поводу того, что Кыргызская республика в последнее время отошла от своих демократических принципов и светскости. Дело в том, что Кыргызская республика по Конституции является светской страной, но она далеко уже не стала светской. Идет политика навязывания кыргызстанцам ислама, радикального ислама, идет повсеместная радикализация населения, исламизация и арабизация. И допускает, чтобы местные религиозные так называемые деятели в лице Чубака Джалилова и остальных свободно пропагандировать экстремизм, призывать к ненависти, к вражде, открыто призывать стравливать все течения ислама, говорить, что шиит это не мусульмане, и в сунните все течения не мусульмане, стравливать людей. И я хотела бы, чтобы вы обратили внимание конкретно на Чубака Джалилова. Дело в том, что у него есть туристическая виза, и он приезжал сюда, в Америку, собирал аудиторию, в частности, кыргызстанскую молодежь, которая находится в разных штатах, по разным городам Америки, легально, также и нелегально, и обмывал им мозги, пропагандировал религию и собирал деньги с них. И это называется доход. Это неофициальный и незаконный доход. И он не имел права, как въезжать турист, и проводить платные какие-то семинары, встречи. И, естественно, Чубак Джалилов намерен будет еще раз приезжать сюда, что это очень опасно. Он 11 лет проучился в Саудовской Аравии, непонятно какое у него есть образование. Он открыто пропагандирует ваххабитское вольнодумие, что женщины это не люди, открыто призывает ненавидеть и не уважать женщин, к ненависти. Неграмотная сельская молодежь, которая оказалась в его руках, как он ими пользуется и натравливает на местное население. Сейчас в Кыргызстане люди, светские люди, молчат, они не могут что-то сказать, что-то противостоять, потому что политика идет от правительства. И я догадываюсь, почему оно молчит. Видимо, правительству Кыргызской республики это выгодно, чтобы люди молчали и молча уходили в ислам. А тем временем они будут творить свои дела. Финансирование сейчас идет через Чубака Джалилова. Финансирование идет от саудитов. Чубак Джалилов сам он официально безработный, но у него есть все возможности путешествовать, ходить, жить и при этом хвастаться. Он открыто призывает жить по шариату, жениться на малолетних детей, тут открыто пропагандирует педофилию, открыто пропагандирует многоженство, открыто пропагандирует ненависть к женщинам. То есть все женщины, которые будут потом возникать, в частности меня, я раскритиковала его видеовыступление и призвала людей, так как они не знают, как с ним бороться там, они все боятся, даже за лайки, которые они ставят. В Кыргызской республике, значит, открывают фальсификационные уголовные дела и начинают преследовать граждан, чтобы они не критиковали радикальный ислам, который навязывается сейчас населению. Мы кыргызы, Кыргызская республика издревле считалась
свободным народом. Мы кочевники. Наши традиции похожи, как Native American people. Мы очень похожие традиции. Мы свободные. Мы жили без религии. Никогда женщины кыргызские не одевали хиджаб, никогда не преклонялись ни перед каким божеством или никогда не присмыкались перед мужчинами. И сейчас Чубак Джалилов открыто вынес фетву в отношении меня. Он открыл сейчас на меня войну информационную, и он меня преследует, делает прессинг, он преследует моих родственников и грозится меня убить, оскорбляет по-всякому. Я вас прошу, обратите на этого персону внимание, потому что без этих Чубака Джалиловых в Америке хватает своих экстремистов, которые совершают разные террористические акты. И хочу подчеркнуть, что граждане, выходцы из Кыргызской республики были давно замешаны в громких террористических актах, которые проходят повсеместно в разных странах мира. И прошу защитить меня и не допускать этого Чубака Джалилова в страну. Все документы, которые я хочу предоставить, в виде выступления, я сейчас перевожу на английский, я предоставлю Федеральному бюро расследованию. И, пожалуйста, обратите внимание на этого и объявите его персона нон грата, не пускать в Америку. Спасибо.